С каждым годом все больше участников присоединяются к международному проекту о Великой Отечественной войне. Диктант Победы позволяет проверить свои знания о подвиге нашего народа в суровые 40-е. В рамках этой патриотической акции в Магассе организовали фотовыставку. Ее цель – рассказать об истории проведения диктанта Победы, его масштабах и географии. Я хочу отметить, что в этом году Международный союз «Диктант» проводится в 7-й раз. И здесь мы выставили непосредственно федеральную повестку, региональную повестку. Здесь отражены все те участники, которые принимали в течение предыдущих 6 лет участие в написании «Диктанта Победы». В открытии фотовыставки приняли участие депутаты Народного собрания и представители муниципальных образований, органов государственной власти, общественных организаций и религиозных структур. Среди гостей также были молодогвардейцы и жители республики, пришедшие отдать дань уважения памяти героев Великой Отечественной войны. Очень важно вот такого рода мероприятие. Сегодня на первый план выдвигается патриотическое воспитание. А патриотизм – это на конкретных примерах наших героев, участников войны, участников сегодняшней специальной военной операции. Поэтому здесь, вы видите, здесь есть и дети, и молодежь средняя, и взрослые. Поэтому вот наглядно все они своими глазами будут видеть. Наша организация является учредителем Всероссийского диктанта Победы. Члены нашей организации ежегодно принимают участие в диктанте Победы не только здесь, в Ингушетии, и по всей России. Особое внимание на выставке уделяется патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Именно через такие мероприятия формируется уважение к истории и гордость за подвиг своего народа. Очень важно, чтобы наши дети участвовали в таких мероприятиях и в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это и память детей, и память о событиях прошедших лет. Завершилось мероприятие посещением Национального детского театра Республики Ингушетия. Гостям показали спектакль по пьесе Алексея Арбузова «Мой бедный Марат». Это история про блокадный Ленинград, это про то, как дети выживают в условиях полной блокады и, соответственно, как они претерпевают это все и как они собираются силами преодолеть войну, эти большие проблемы, которые и трагические страницы, с которыми им пришлось столкнуться. Международная историческая акция «Диктант Победы» проводится с 2019 года. За это время она превратилась в масштабное мероприятие. В нем приняли участие порядка 2 миллионов человек. Площадки для проведения организуются не только на аллеях, но и в школах, вузах, а также в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и воинских частях. Мария Амбата, Мухаммад Киндиев, Магас 24.